сегодня прекрасный пятничный вечер, и мы едем с патрулем неведомственной охраны. С нами Эдуард и Александр. Ну вот, ребята, какие у нас по пятницам самые замечательные места в плане происшествий? В первую очередь клубы развлекательные. Ага. Ночные клубы. Самое-самое то. Ну вот, какие можно выделить из них? Вегас. Ага, Ну, все, да? Вегас, Зодиак. Никто не исключение. Ага. Раз на раз не приходится. И кафешки ночные, и клубы. Все. Ага. А вот раньше же еще у нас... Ну, сауну, вот все. А в саунах что может произойти? Сауну, преступление. Все может произойти. А, кстати, да, там же После всякие... первого было убийство же. Ну. А вот раньше вот эти вот кафешки были, там где пивом торговали, там... Ну, которые обходили этот закон, фальш-кафе. Ну. Там как было? С ними вообще сложно. Да. Подходящий контингент. Где продают алкоголь, там всегда и Всегда, да. А по этим вот, как спальным районам, там, наши как бы такие замечательные, типа Сайсар. Ну, Сайсары, там, квартал, там. Ну там обычно на улице. В основном на улице ходят. На улице, вот грабежи, разбои всегда на улице. Ага. И еще бывают эти бытовухи. Ну да. В квартире, там драки всякие, эти разборки семейные. Таких очень много. А как вот погодные условия, вот сегодня у нас метель была такая сильная, они как-то влияют, да, вот на статистику, на вообще на происшествия? Ну, бывает, меняется там в основном уже больше в квартире всякие преступления. Ага. Ну то есть, если нет уличных грабежей, то будет бытовые какие-то. Да. Если на улице народа мало, то все уже в доме уже там. Ага. В клубе, там внутри все уже. Просто дислокация меняется. Да. Когда тепло, когда уже народу много на улице, уже начинается. Подозрительный товарищ. Драка. Пахай. Что случилось? А? 860. Здравствуйте. Нормально все? Где? Поднимите. Сейчас здесь. А, нет, играет. В Гори едем. На улице массовая драка. Гостями ходил. В сторону Жарвинского направляется подозрение 01. Принял. Пьяный же. Пьяный. Всем поехал. Пьяный. Горит. Виктор, где? Откуда? Полрока, наверное. Заблуждаете транспортное движение. Причина остановки. Подозрение в состоянии алкогольного опьянения. Я вам Что, мы по пили, что ли? подозрению. Я не видел, что вы видели, но я подозреваю, что вы пили. Сейчас я Нет. буду твои вызовы. Мы с вами поговорим. Хорошо? Давай. Покажите удостоверение, покажи. Надо показать удостоверение. Вы что? Успокойтесь, Дэвид. Надо вести себя красиво. Успокойтесь. Сержант полиции Андрей. Надо показать удостоверение. Нормально. По вашему требованию я обязан показывать. Да, почему это вы сделаете? Нормально не показываете. Что? Успокойтесь. Сейчас ты показал? Нет. По вашему требованию дайте. Почему это? Масналар hem bir toğa gelir taptı. Bu da. да. Вот toğa gelir bak gaylar hamna var Вас dedi. приедут, приезжает машина, дайте. Нет у меня. Вас Там закрыли, бросал. я видел. А? Там бросал. Подходите до машины, подходите. Нельзя заходить. Вы просто пассажир, вы свободны. Я не могу. Все. Не могу. Все. До свидания. Отойдите с машины, пожалуйста, уважаемый. С машины, пожалуйста, отойдите. С машины, пожалуйста, отойдите, уважаемый. С машины, пожалуйста, отойдите. Улумара. С машины, пожалуйста, отойдите, уважаемый. Все, не надо подходить к машине.
Служебные машины, вы свободны, вы не задержаны. Все, до свидания. До свидания, До свидания. Документов нету, что ли? Нет, Пил сегодня? нет. Не пил вообще? А что делать? Ну вот друг поехал. А че без документов-то? Второй раз попадаешь сюда. Нет? Первый. Второй раз попался. Машины, да? Ну, машина. Ну, Нет, первый раз. как первый? Первый раз? Сказали же, он попадался. Нет, я первый раз. Первый раз. Угу. У тебя вообще права есть? Нету. Нету прав. Сколько тебе лет? 17. 18? 17. 17? Полных 17 лет. Угу. 18 лет. 18 первый апреля. Как так? Второй раз попадаюсь на одни и те же грабли. А как вообще отличается работа в ППС, вот в неведомственной? Какие-то нюансы, может, есть? Конечно, задачи совсем другие. Ага, а у вас какие вот? У нас в первую очередь охрана, охраняемые объекты, в первую очередь защита Ага. от краж всяких. У них охрана общественного порядка, допущение преступлений, Ага. первичная задача. У нас охрана объектов по договорам. Ага. Представляется так, как бы Миша, Я нигде не работаю. и это, ребята, я не знаю, либо Я сам там, нигде не работаю. для нас самое главное, Меня чтобы он ушел заведите отсюда. с собой. Потому что если сейчас, вот видите, он все-таки агрессивно местами ведет себя. Если мы сейчас наручники стянем, вдруг он на нас кинется, это будет еще хуже для него самого. То есть там уже заявление явно выполнено. А так, просто поговорили с ребятами, писать не будут в нее заявление. А так, если, конечно, надо будет. Ну, заявление это надо. Ну все, напишем, Что хотите, то и пишите. А так он домой пойдет. Факт был административного правонарушения? Вчера он напал на этого официанта, оскорбил его, толкнул. После подошел к нему охранник, сделал замечание, он на охранника матом и головой, в области головы сложил ему ударил. Кстати, чего его применили физическую силу, других организаций. И как вы издевались, и это ограждение виде тоже представьте. Раз факт нарушения был, то надо заявление писать. С официанта тоже. Поступил вызов, не вызов, как это называется. В общем, сказали, что закрывается Вегас. Сейчас едем туда. Ребята, зачем мы туда едем? Чтобы контролировать. Ну, то есть, цель и задача просто подъехать. И не допустить правонарушения. А часто такое бывает? Как вообще происходит такие-то? Перед закрытием стоишь там клубами и контролируешь, профилактику ведешь. Ага. Ну, то есть, выходят и начинают драться, да? Бывает. Выяснять отношения. Ясно, 89. Что там агрессивный говорит? Она не заехала? Хрен, только эта машина стоит маленькая. Заехал, да, пошли. Все, давай! Ладно, давай.
Она с ними, да, пошла? Одна из этих красоток. Столпанги. Ну как впечатление о прошедшей ночи? Скучная ночь. Вызовов мало. А это хорошо или плохо? Ну, в принципе, хорошо. Значит, город спал почти спокойно. Город спал спокойно. Факта нет, мы объехали.